Сегодня 27 июня 2025 года, 17 часов по Берлину, 18 по городу Джохару. Я вас всех приветствую. Стрим у нас только лишь на YouTube-канале Reality. В TikTok мы пока забанены. Так, отключим звук. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть и ставить лайки безопасно. Так. Привет, Шамиль. А также хочу сообщить вам сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 970 российских боевиков, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 87 БПЛА сбито, 89 автомобильной техники и цистерн уничтожено. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Вот такие вот дела. Так, давайте вам новости сообщу, которые у нас тут в Германии происходят. Во-первых, от Deutsche Welle на русском языке. Повышение расходов Германии на оборону с целью достижения к 2035 году планки в 5% ВВП одобряет 65% населения ФРГ. Говорят результаты опросов ЦДФ. Причем на западе Германии доля тех, кто поддерживает такие планки, гораздо выше, чем на востоке. 68 против 49. То есть почти на 20%. 19% на востоке, то есть в ГДР. Ну, короче, ватников больше получается. Или неверящих в то, что Россия может им навредить. Ну, или хотящие, чтобы Россия пришла. Больше всего сторонников повышения оборонных расходов в Германии среди тех, кто относит себя к избирателям правящего блока ХДС, ХСС 85%, Свободной демократической партии 78%. И правящей социал-демократической партии Германии 71%. Среди сторонников партии Союз 90 «Зеленые», которая зародилась из пацифистского движения за повышение оборонных расходов, выступает, представьте себе, пацифисты. 67% опрошено. Среди поддерживающих правых популистов из «Альтернативы для Германии» таковых 46%. А в союзе Сары Вагенкнехт, последовательно выступающие за прекращение поставок вооружения в Украине, их всего 14%. Что касается перспективы обязательной военной службы, то 17% респондентов указали, что поддержали бы такой шаг для мужчин. 45% считают правильным ввести обязательную военную службу для мужчин и женщин, а 35% высказались против ее введения. Опрошенные также оценили работу канцлера Фридриха Мерца за первые 7 недель. Скорее одобрили ее 57% немцев. Ответ «скорее недовольны» выбрали 34%. У Мерца неплохой результат, я вам скажу. Ну и раз мы говорим о Мерце, давайте с того же паблика сообщу вам, о чем говорит Фридрих, наш уважаемый Мерц. От переговоров с Путиным следует воздержаться, пока Кремль отвечает на них эскалацией военных действий в Украине, подчеркнул Фридрих Мерц, отвечая на вопрос Süddeutsche Zeitung. Планирует ли он, подобно Олафу Шольцу, звонить Путину? В принципе, это правильно искать любые пути для достижения мира. Однако в отношении РФ нельзя делать ту ошибку, внимание, что была совершена перед началом Второй мировой войны по отношению к Третьему рейху, считает канцлер ФРГ. Он рассказал, что читает книгу о британском премьере Чемберлене и его политике умиротворения в отношении Адольфа Гитлера.
Нельзя еще раз совершать подобную ошибку, отметил Фридрих Мерц. Как страна мы находились в заблуждении, что мир в Европе будет обеспечен на века как бы автоматически, отметил Мерц. К счастью, на протяжении десятилетий Германии не приходилось сталкиваться с войной. Мы входим в НАТО уже 70 лет. Это 70 лет мира и свободы. Необходимо понимать, что это не является само собой разумеющимся, предостерег канцлер ФРГ. Смотрите, в 1995 году, то есть 30 лет назад, Джохар Дудаев сказал: если вы сегодня называете Чечню внутренним делом России, то настанет время, что Европа станет внутренним делом России. Сегодня Европа фактически становится внутренним делом. Ну, уже все осознали и, конечно, не позволят сделать Европу внутренним делом России. И здесь Мерц прямо говорит о том, что как страна мы находились в заблуждении. Представьте себе. И у них не было войны. 70 лет мира было. Мы, чеченцы, 20 лет. И нашего поколения, и жизни наших лучших сынов и дочерей, и убитых наших мирных граждан 20 лет сдерживали эту армаду, этого людоеда. И давали миру, и Украине, и всем остальным мирное время. Мирное время. Вот оно как. Ну, хорошо, вот как страна мы находились в заблуждении, что мир в Европе будет обеспечен на века как бы автоматически. Ну, как так можно было заблуждаться, объясните мне. Как можно было заблуждаться, когда в европейской части Восточной Европе, в Чеченской республике Ичкерия, демократическом государстве, демократически избранный президент убивают российские спецслужбы, российская власть, уничтожается весь народ, происходит геноцид всего народа. Вся республика превращается в один сплошной концлагерь, так называемый фильтрационный лагерь. И они думали, что на века обеспечен. Ну как же в Европе он обеспечен на века, если в Европе шел геноцид? Хорошо, что поняли. Слава Богу, скажем. Хорошо, что поняли. Хорошо, что поняли. Когда уже, конечно, непосредственно их касается. Тогда поняли. Так, у нас тут в Германии произошел такой случай. Сейчас, секунду. У нас в Германии русские террористы подожгли военные автомашины, которые никак не полагались Украине. Военные грузовики, поджоги военных грузовиков в городе Эрфурте. Вчера ночью это произошло, 26 на 27 июня 2025 года. Нет, 22 все-таки это произошло. 22 июня, то есть 5 дней назад это уже произошло, на территории Эрфурта, Тюрингия, на территории ремонтной мастерской МАН, Truck and Bus, сгорели 6 военных грузовиков Бундесвера. Одна машина сгорела полностью, остальные получили серьезные повреждения. Ущерб оценивается в сумму от 500 тысяч до 2,5 миллиона евро. Полиция подозревает поджог в российских Z-телеграм-каналах появились видео и фото, где поджог приписывается нашим людям, в кавычках, намекая на причастность российских агентов.
Утверждается, что грузовики могли предназначены для ВСУ, хотя Бундесвер не подтвердил и не проверг эту информацию. Полиция Тюрингии расследует инцидент, проверяя подлинность материалов. Дело в том, что на этих машинах были немецкие кресты, бундесверовские кресты, и они не предназначались для Украины. И это прямая атака на военный объект Германии, немецкие грузовики. За 2 недели до Эрфурта, в ночь с 5 на 6 июня 2025 года, в Зольтау, Нижняя Саксония, также подожгли 6 военных грузовиков Бундесвера. Ущерб составил около 500 тысяч евро. Ответственность за поджог взяли на себя антивоенные группы через анонимные письма на платформе Индимедиа, но полиция пока не установила связь между инцидентами в Эрфурте и Зольтау. В марте 2025 года в Берлине подожгли 7 военных машин, и ответственность также приписывалась антивоенным активистам. В 2018 году в Зольтау уже происходил аналогичный поджог 2 армейских грузовиков. И эти случаи могут указывать на действия радикальных групп, выступающих против милитаризации и поставок оружия Украине. Ну или российские спецслужбы. Это на самом деле вербуют разных там полезных идиотов. Здесь очень много россиян. Здесь, ну вообще вся эта агентура здесь спокойно проживает. Она не спокойно проживает, конечно же. Это сейчас уже так нельзя сказать, что они спокойно себя здесь чувствуют. Они чувствуют себя очень неспокойно. Но при всем при этом они здесь проживают, они здесь, их семьи здесь, они тут находятся. Это касается и чеченоговорящих, это касается и русских. Их огромном количестве здесь проживает. Они все, сейчас многие замолчали, но так они все, практически все сочувствуют Путину, любят Путина, сочувствуют России. Вот эти вещи, ну, я знаю, что если немцы возьмутся за это, они очень основательно берутся. И Германия это правовое государство. Это очень круто, это очень хорошо. Но с другой стороны, это накладывает определенные ограничения. Здесь нужно доказать вину, нельзя прослушать просто так. Там много-много таких вещей, которые, например, в той же фашистской России очень легко обходятся. Здесь все нужно делать в соответствии с законом. И как делается это в соответствии с законом? Враг это не какая-нибудь банда, это не какая-нибудь группировка, даже очень большая, мощная. Это государство, Россия, фашистская Россия. Соответственно, они знают все методы, знают методы конспирации, методы ухода, методы действия правоохранительных органов. И, соответственно, они предпринимают меры. Вот такая вот загогулина. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Это нужно знать. Валейк салам, позитрон, машвоэль. Шалом порядочным ночи со святой земли. Шалом алейкум, святая земля. Приветствую вас, Эдуардус. Великолепный. Вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела. Ну, давайте еще вам смотрите, что говорят ЕС, заявил еврокомиссар Андриус Кубилюс. ЕС нужна огромная армия дронов для защиты от возможной агрессии РФ, и готовиться к этому необходимо уже сейчас, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилюс в интервью Sky News. По его словам, если Путин отдаст приказ о нападении на какую-либо из стран НАТО, она столкнется с закаленной в боях российской армией, способной использовать миллионы БПЛА. РФ в состоянии довести производство БПЛА до 5 миллионов в год. Представьте себе. Поэтому, чтобы победить в противостоянии, нам нужно иметь более мощный потенциал. То есть больше 5 миллионов нужно иметь, подчеркнул Кубилюс.
Он рассказал, что побывал на передовой Украине, где вдоль линии фронта сформировалась зона, называемая Долиной Смерти. Там ничего не может двигаться. Все контролируется дронами. Обычный танк в этой зоне проживает всего 6 минут. Поэтому мало потерь у россиян в танках. Танк это уже все металлолом. Ничего он из себя уже не представляет. Вся война перешла на дроны, на искусственный интеллект. Об этом мы еще вчера говорили. Еще поговорим. Он рассказал, что побывал так. В Европе следует создавать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых стремительно нарастить выпуск дронов, если придет время, говорит Кубилюс. Ну что ж, вот такие вот дела, друзья. Мы тут готовимся. А знаете, я был как-то в Голландии, и мой друг куда-то сходил, я был в отеле. Он вернулся и мне рассказывал такую историю, что он где-то ночью шел, и подлетел полицейский дрон к нему. И с фонариком начал на них светить. И, короче, уже полицейские дроны в Голландии давно уже. Это было несколько лет назад, пару лет назад, это как минимум было. И уже патрулируют полицейские дроны, летают, причем они моментально вас сканируют, сразу определяют, кто вы, что вы там, и так далее. Вот такие вот дела. Ну и давайте поговорим о нашей основной теме. ФСБ против чеченцев. Готовятся теракты и провокации. Так, давайте комментарии ваши почитаю, потом перейду. Так, шалом Мичи-Пичи. Шалом, дорогой. А кот Кискин. Аслан, что за проклятая территория России, на которой любая благая идея, будь то православие, коммунизм или что угодно, все переворачивается до противоположного. Может, Россия и есть ад на земле? Но вообще-то, адом как назовешь? Ад нет. Но это, знаете, Бог создал разные народы, и у каждого народа своя миссия на этой земле. И вот у россиян, у русских миссия показывать, как не нужно жить, каким не нужно быть. Чтобы мы вот смотрели на это и понимали, вот да, нам это не нужно. К большому сожалению, вот такая у них, видимо, миссия. Так, Михаил, здорово, чувак. Здорово. Аслан, ассаламу алейкум, салам, Виктор. Алейкум салам. Так, всех приветствую. Шалом, шаббат. Шаббат, по-моему, завтра, в субботу, по-моему, шаббат. Нет? В Европе нужно создавать линии Мажино, Зигфрида, Барата и тому подобное. Наверное, но это должно быть, наверное, современная вот эта линия Мажино. Это дроны должны быть, знаете. Сейчас, если дроны, это на самом деле очень дешевое и очень универсальное средство. Если их запускать, они могут все время висеть в небе. Они вот могут, например, если искусственным интеллектом управлять их, они могут, например, один висит, батарейка садится у него, вместо него другой поднимается. И вот таким вот образом все контролировать. И сейчас это очень необходимо. Россия представляет очень серьезную угрозу. Я об этом уже много говорил. Я это говорил в Берлине, я говорил это со всеми здесь, с кем мне доводилось общаться. Причем я это говорю уже 10 лет здесь. И вот в последнее время начали нас слышать. Слава Богу, начали нас слышать. Так. Так, где теракты готовятся? Теракты готовятся в Германии, в частности. Уже проводятся террористические атаки. Ножевые атаки всегда нужно сделать так, чтобы их не заподозрили. Да, под чужим флагом обычно делаются. Ножевые атаки готовятся, проводились уже. И поджигаются сейчас грузовики военные, военная техника.
Ну, Россия готовится, она разворачивается. Но знаете, на самом деле россияне, русские, точнее, не россияне, русские, вот так называемые немецкие русские, русские немцы, и все здесь, кто здесь находится, вы обмануты. Я вас всех поздравляю, вы обмануты. И благодаря вот этому обману, вот этой пропаганде, которую вы потребляете, да, ну, здесь очень большое такое комьюнити русскоязычное. И русская пропаганда очень сильно здесь действует. И как бы люди, не реализовавшиеся здесь, ну, в силу разных обстоятельств. Потому что, ну, во-первых, социал очень сильно расслабляет. Когда у тебя социал есть, ты сидишь и не работаешь там десятилетиями. И, ну, у тебя нет ничего, соответственно, да, только на питание тебе еле хватает. И ты завидуешь немцам, завидуешь туркам, завидуешь другим, которые здесь проживают. Вот даже вот украинцы, вот беженцы приехали, сразу начали реализовываться. Вот люди такие с жилкой, такой коммерческой жилкой. И многие начинают завидовать, сидят, завидуют. И вот он, ну что ему остается, если он завидует? Он восхваляет свою бывшую родину, восхваляет Путина, которого все боятся, там, ну и так далее, и так далее. И в итоге вы стали такой послушной, полезной армией вот этой пропаганды. И винить, на самом деле, всех вот этих русскоязычных немцев тоже неправильно, наверное, будет. Потому что многие не понимают, что происходит. Не понимают. Но теперь, когда сейчас начинают проводиться теракты, вы, русскоязычные, русские немцы или немецкие русские, как вам лучше себя называть, вы пострадаете все, понимаете? Вы все пострадаете. Поэтому нельзя молчать. Мы должны все заявить, сказать, что мы не согласны с теми вот этими терактами, с вот этими разными нападениями, вот этими провокациями. ГДР это немецкая земля, бывшая ГДР это немецкая земля. Она была оккупирована после Второй мировой войны, как мы все знаем. Но после она была освобождена. Все, забудьте, туда не должны вернуться русские. Русские могут туда приехать как беженцы, как туристы, я не знаю, просто там к родственникам, воссоединение семьи, вот на законных основаниях. Ну как оккупанты, бандиты, диверсанты, террористы. Не нужно этого делать, вы же понимаете. Даже если вы не любите немцев, они вам ничего плохого не сделали. Вы не можете. Просто уезжайте тогда в Россию, если вы не можете жить с немцами. Уезжайте в Россию. Как некоторые не любят немцев, я знаю. Как вы презираете, как вы к ним высокомерно относитесь. Это же мы хорошо понимаем все. Поэтому всем нужно заявлять о себе, нужно говорить, нужно сообщать о том, что, смотрите, мы против терроризма. Вот я, например, сижу здесь и постоянно говорю, что я против терроризма, что я там против исламизма. Вы видите, какие нападки на меня совершают. Опять же, некоторые просто полезные идиоты, некоторые тролли российские, там, ну, свою работу делают. Не очень приятно. Но другого выбора нет. Я вынужден говорить, потому что чеченцев представляют вот такими, мусульман такими представляют. Хотя за всех мусульман я говорить не могу никак. Я могу только вот за чеченцев сказать, что вот мы вот так видим, например. Да? Поэтому, а вы, русские, должны говорить за себя, за русских. Я могу за вас тоже говорить, но это будет не очень убедительно, и это будет не очень справедливо. Вы сами должны сказать. Вы должны объединяться. Причем, когда вы начнете объединяться, среди вас окажется агентура. И эту агентуру, она потом похерит все, что вы делаете. Поэтому вам нужно без этой агентуры, российской, КГБшной, вот этой посольской агентуры, ну, другого выбора нет, понимаете? Это не значит, что мы русских не любим, там, мы как этнически русских ненавидим, презираем и так далее. Нет, это не так. Но мы понимаем, какое зло несет вот ваша вот эта власть, прошлая ваша власть, там, или ваша историческая родина. Это большое зло, это большая угроза для всего человечества. Как вы это не понимаете? И нас всех, вернее, вас всех здесь начнут прессовать, понимаете? Будут прессовать. Все будут, всех на карандаш возьмут. Вся вот эта непонятная
Масса должна будет, ну, вы же знаете немцев. Немцы не позволят. Немецкая власть, немецкие правоохранители, да, они не спешат, бюрократия, все такое. Но если механизм запустился, машина немецкая запустилась, то она неотвратима, вы же это понимаете. А это очень серьезное преступление, очень серьезные наказания за это последуют. Взрывы, там, нападения и так далее. Поэтому давайте, русские, собирайтесь, говорите, от своего имени говорите, прямо открыто. Это опасно. Вас будут преследовать, вас будут, вот мне постоянно угрожают. Каждый стрим кто-то меня хочет убить, угрожает и так далее, и так далее. Против моей семьи просто ведется очень большая работа. Мои уже там, ну, вся там и грязь, и не грязь, что только не делается. Это очень трудно. Ну, это ж кто-то должен делать. Нельзя же, спрятав голову в песок, сидеть. Вот как-то так. Давайте почитаю ваши комментарии. А в России будут теракты? Я думаю, Россия готовится к терактам. Сейчас вот эта русская община, ее раскручивают, если вы видели. Да? Русская община докопалась до каких-то детей, которые там танцевали, там какую-то лезгинку танцевали. Это поднят, ну, такой резонанс из этого сделали. Они вроде никого не побили, они, да, это неправильно, нельзя запрещать. Ну, русские, они по себе в России это абсолютные ксенофобы и фашисты. Это как бы абсолютно известно. Откройте любой сайт по сдаче аренды жилья, там, ну, сейчас уже не знаю, может, уже сейчас стесняются, потому что я об этом много говорил, но только русским сдаем, только там славянам сдаем, ни Азия, ни Кавказ. Можно с собаками, но не Кавказ, короче. Можно с животными, но не Кавказ, короче, с домашними животными, но не Кавказ. Вот так объявления висят. То это всем известно. Наша лезгинка их задевает. Особенно дети танцевали, вообще подростки там, парень 14-15 лет, детвора, вообще, мальчики с девочкой там, танцевали. Но это провокация была. Потом из этого раздули. Потом какой-то там вот этот пропагандист. Все это ФСБшники. Вот пропагандист кадыровский. Как его там зовут там? Ахмед, как-то его там. И вот он это поднял. Иначе мы своих детей не оставим. Мы это сделаем, мы то сделаем. Ну, может, специально вот они подкараулили, чтобы сделать. Я не думаю, что эти дети сами понимают, что их используют. Или этот случай подвернулся, начали из этого раскручивать. Потом создается против там русской общины там какая-то там группа. Потом это создается. И вот это все накладывается на то, что мы давно говорили, предупреждали. И они вот собираются устраивать акции против чеченцев, кавказцев в целом. Поэтому я чеченцев призываю ни в чем не участвовать. Ни в чем не участвовать. Русская община — это проект ФСБ. Проект ФСБ. Только одним звонком, одним просто указом, одним поднятием брови Путина эта русская община исчезла бы. Ее бы не существовало бы. Мы знаем, как нельзя там больше одного человека уходить на протест. На протест выходишь с пустым белым плакатом, тебя сажают. Ну, мы знаем, какая ситуация в России, правильно? Эти люди собирают здоровые парни, ходят там что-то. Потом и о них там Апти Алаудинов говорит, тоже медийная фигура, раскрученная фигура. Кадыров говорит. Потом этот какой-то пропагандист их не там говорит. И вот таким вот образом идет раскрутка этого всего. И
Это делается для того, чтобы взять управляемый хаос, чтобы был, управляемый конфликт, чтобы был, понимаете? Чтобы с этой стороны ФСБшники и с этой стороны ФСБшники. Не, ну, внизу, который вот эта вся используемая, вот эта полезная масса, они не ФСБшники. А вот верхушка, что вот с кадыровской стороны, что вот этой русской общины, это все ФСБ. Понимаете? И вот и в этом участвовать не нужно. Потом теракт проведут. Сейчас сожгли какое-то кафе какое-то, говорят, сожгли. В Подмосковье, что ли, в Москве. Ну вот эти вещи, вот это все будет нагнетаться, накручиваться. Я призываю всех чеченцев не участвовать в этом. Не участвуйте, не давайте себя втянуть в это. Это русская община, проект ФСБ. Все, кто вот создают против русской общины, это тоже проект ФСБ. Все вот эти ГРУ, Кадыровы, Мудыровы, это все ФСБ и ГРУ. Даже вот это ГРУ военные, это тоже подчинение ФСБ. Абдурахман Автарханов в своих книгах всегда писал КГБ и их вооруженные силы. Нету вооруженных сил России. Есть вооруженные силы КГБ. Вот эти ГРУшники, они трясутся от страха от ФСБшников. Понимаете? Когда в 99 году взрывали дома, в Рязани взрывали, там, в Буйнакске с военными, семьями военных взрывали. Военные ничего не посмели сказать даже. Представьте себе, их семьи взорвали. Они даже не вякнули, насколько это безвольные рабы. Никто, вообще никто. Никто не возразил. Никто там, отдельные там были, Щекочихин был, Головин был, их быстренько поубивали. Один ФСБшник там есть, Трепашкин, вот он немного, матерый чеченофоб, ксенофоб, там, антисемит, но, по крайней мере, хоть расследовал за своих русских. Вот такие вот дела. Поэтому не участвуйте. Будут, скорее всего, да, будут проводить они теракты. ФСБ будет взрывать. Для того, чтобы не поднялась народная волна, нужно самим перехватывать инициативу и возглавить вот этот недовольный, вот этот потенциал. И они будут проводить теракты. Они будут, вот эта русская община, кавказская община. Давайте друг друга мочите, друг друга бейте. И русскую общину потом в расход пустят. Руководство, вот эти 2-3 человека, отойдут в сторону, а все остальное русские тоже и в тюрьмы попадут, и все будут там перемолоты. И то же самое касается вот этой кавказской общины. Тоже не лезьте никуда. Не лезьте, друзья. Мы о терактах, о том, что это будет, давно говорим. Они планируют, пытаются что-то, не все, видимо, у них получается, как хотят. Ну и плюс, когда их планы разоблачаются, они их немножко откладывают или немножко видоизменяют. Как-то так. Ты не так давно говорил, что порядочные люди живут плохо, а черти, подлецы хорошо. 20 с лишним лет назад отец мне постоянно говорил, что я плохо буду жить, потому что сейчас выживать только козлы. Но порядочные люди тоже хорошо живут. Главное ведь что хорошо? Не то, что у тебя там дом трехэтажный и там парк автомобилей, а то, что у тебя на душе спокойно. Самое главное — гармония с самим собой. Вот это самое главное. Ты можешь ощущать себя счастливым, даже там не имея парка автомобилей, там самолет или там вертолет и большие дома там. Конечно, необходимый минимум всегда нужен. Я не могу сказать, что я какой-то там аскет и мне там ничего не нужно в этой жизни. Я всегда нуждался в чем-то, всегда добивался того, что мне нужно было. Но можно быть миллиардером и не спать по ночам, переживать, мучиться, уже стать не самим собой. Твоя душа продана дьяволу просто. А можно иметь обычный достаток и быть счастливым. Все от вашего, вот здесь, все в голове, друзья. Все в голове. Вот скажите, Кадыров, вот это его, вот у них жажда была денег. Вот Кадыров, Алаудинов, кто там, Даудов. Ну вот эти все бандиты, предатели чеченского народа, которые вчера якобы служили чеченскому народу, а потом, оказывается, служили ФСБ. Вот эти люди,
Они богатые люди, у них много денег, они обеспеченные, у них там много домов, машин, там счета, видимо, ну, много чего, наверное, есть. А, ну, а толк от этого? Вот они, жадность к этим деньгам, это особенно у бедных людей, которые в бедной семье выросли, вот, и особенно если они безграмотные, они не думают о завтрашнем дне, и вот им надо хапнуть, хапнуть, хапнуть. Ну, хапнули, ну, есть у них, ну, дом есть у них, ну, машина. А где спокойствие? Ну, умрем же мы все, правильно? И Кадыров умрет, и остальные умрут. Ну, а кому, что детям оставить? Да, и дети тоже будут, они эти дети, ну, они не ценят этих денег, понимаете? У них это уже есть, они сами это не заработали, они этих денег не ценят. И из-за грехи отца, родителей расплачиваться, ну, странно, конечно. Деньги нужны, это необходимость, особенно в современном мире, дает определенное чувство свободы. Ты можешь передвигаться, ты можешь там много чего себе позволить, в том числе помогать бедным, обездоленным и много чего еще делать. Но это не самое главное в этой жизни. Главное гармония с самим собой. Гармония должна быть. Ну, не нужно делать подлости людям, не нужно убивать людей, не нужно грабить людей. А умрем все, однозначно умрем. Все самые богатые люди умирали. Самые богатые. Только чеченцам никто не завидует, говорит Сергей. Ну, ты ошибаешься, Сергей. Но есть много людей, кто нам завидует. Есть много людей, которые нам завидуют. Сейчас, одну секунду. Так. Российский паспорт самый беспонтовый паспорт в мире. Знаете, насчет российский паспорт, ну сейчас он, да, тоже стал беспонтовым. Но, знаете, была такая передача, есть такой парень, как же его, Полтава, что ли, Андрей Полтава его звали. Он общается в чат-рулетке с одним, с Донецка, с Луганска, с кем-то. И у него паспорт ДНР, тот показывает, ДНР, короче. И он ему говорит, а куда ты можешь с ним поехать? Тот говорит, ну, пока никуда не могу. И этот Андрей Полтава достает паспорт. Я говорю, смотри, а этот паспорт, вот этот паспорт собаки он своей достает. С этим паспортом он по всему миру может с этой собакой, там, в Европу может, куда угодно. А с твоим паспортом даже ты не можешь, понимаешь? А у меня собака даже может. Поэтому, да, российский паспорт, конечно, но они сами об стену убили то, что у них было, понимаете? Вот сейчас я Мерца вам читал, то, что Мерц говорил, что они надеялись, что все будет нормально. Не будет нормально, просто вот из-за этой Лубянки, и вот из-за этой имперской, вот этой фашистской идеологии, сатанистской идеологии не будет нормально. Не дают они жить, русским не дают они жить, чеченцам не дают они жить, никому они не дают жить. Вот такие вот они. Асан, ты прав про российские немцы. Да, они обмануты, но это скоро поймут. Да, Виктор Швенцай. Поймут. Я очень надеюсь, что поймут. И знаешь, нужно объяснять. Вот у меня один знакомый, он с Украины. И как-то идет в футболке Путина, его сын или он, Путина, сын, по-моему. Я говорю, что это такое? А он такой, Путин наш президент, там все такое. И он говорит, а что? Ну, я ему объяснил там, туда-сюда. Теперь вот, он тогда это еще, вот этих всех событий еще не было. Он понял, осознал, он говорит, а ты что, не кадыровец? Он мне говорит. Я говорю, нет, конечно. А я думал, все чеченцы кадыровские, говорит, из-за Путина, а он с чеченцами очень дружит. И теперь он ярый противник этого, потому что я ему объяснил. Я нашел слова, которые просто дошли до его сердца, до его разума. И он осознал, а он реально уважает чеченцев. Уважает, он хорошо относится к чеченцам. Да сам по себе человек хороший. И он как бы понял, насколько нам это вот то, что над нами творит вот этот режим,
И то, что вот эта пропаганда показывает, и он осознал и сказал: нет, я это больше не поддерживаю. И вот честь и хвала этому парню. Но он с Украины, ну в Украине же тоже много было про русских, про путинских. Хотя он здесь вырос, он уже гражданин давно Германии. Я не знаю, Эркин, я нигде не читал, кроме вот разных сомнительных пабликах, что были вот эти нападения шприцами. Ну, может, были, но я почему-то в серьезных изданиях, которые я читаю, я там не увидел этого. Да, везде вот этот вброс там, что шприцами, нападения там. Может, что-то было, но пока не могу сказать. Спасибо за правду, говорит Архангел. Пожалуйста, правду говорить легко. Добро с кулаками. Ты вроде такой, вроде адекватный был. А что ты сейчас пишешь? Вообще непонятные вещи ты какие-то пишешь. Не знаю, как чат-рулетка будет с русским. Месси, ну, интересно, конечно, было бы сейчас пообщаться. Я давно не общался в чат-рулетке. Просто на этом своем канале выставлять опасно, потому что они сразу жалобы кидают. Там вообще мой канал подвергается жесточайшим. Они все вот эти чат-рулетки долбят. Но мой канал это такой особый у них. У них вообще чеченцы это как бы уже все решенный вопрос. Путин же всех победил, собрал земли русские, там покорил чеченцев, да, покорение Кавказа. Это же идея фикс у русских, что вот непокорные это чеченцы там оставались. И вот их нужно покорить, там, добить туда-сюда. И вот я выбиваюсь из этого. Все, кто, например, непокоренные чеченцы, какие-нибудь, это какие-нибудь террористы, какие-то отмороженные чуваки непонятные, там, уже такой ярлык на нас навесили и так далее. И все, кто оказывал сопротивление против России, именно в военном смысле, они уже все заклеймены террористами, исламистами и так далее. Ну, нужно признать, и мы сами этому способствовали, и многое не понимали, что происходит и так далее. А я человек, вчера работал адвокатом, меня уже не обвинишь в том, что я там исламист, террорист, там что-то, потому что, ну, проверяют же, да, и так далее. И тут я сажусь и начинаю рассказывать вещи, полностью разоблачая эту систему и говоря, что нет, ребята, вы нам эти сказки не навязываете. И поэтому для них очень это болезненно, то, что я делаю. Просто они кипятком, короче, обливаются, потом обливаются из-за вот того, что делают. Поэтому, если начать, например, чат-рулетку, то, наверное, на другом канале. На другом канале, опять же, это нужно новый канал, чтобы там много зрителей было, там раскручивать. И это очень трудоемкая работа. А у меня просто физически времени не хватает, чтобы всем заниматься. Но хотелось бы, конечно, пообщаться, было бы самому интересно пообщаться. Ну и, конечно же, очень много мата бывает там. Этот мат либо вырезать надо, там, либо у нас это как бы не принято, не культурно у нас считается, даже если твой собеседник говорит матом, и это женщины посмотрят, там, ну это как бы сложно это все, время очень много уйдет. Ну, хотелось бы, конечно, мне пообщаться. Ну ничего, я думаю, скоро я приеду в Москву и пообщаемся в Москве непосредственно. Буду интервью брать на Красной площади и говорить: а ну-ка расскажите, как вы относитесь к
той проблеме или к этой. Имея большие деньги, можно настроить себе по всему миру памятников, говорит Кот Кискин. Но тебя никто не будет помнить и знать. А можно быть нищим, селить нерушимые памятники в головах людей, которые будут у их потомков. Абсолютно так, Кот Кискин. Это было много раз. Вот смотрите, Ленин. Это убийца русских, россиян, советских, всех, кого там, российских, кого там только не убивал. И вообще заложил он эту программу убийств, геноцида, там, уничтожения и так далее. Сталин. Вот им строил Ленин, вообще все улицы, все просто забили вот этой пропагандой. Да? Что стало, как только эта идеология рухнула, как только вот сила, которая держала это все, отошла, все это все, люди, никто от нее, никто не знает даже, сейчас молодежь не знает, кто такой Ленин. А вы смотрите, кто такой Дудаев. Он никого не убивал, этот человек был бедным, честным, как его сама русская пропаганда представляла, самый бедный и самый честный президент был. О нем говорят люди, это малочисленный миллионный народ чеченцы. Ну, много, у каждого народа есть такие герои, такие люди. И вот этот Джохар Дудаев известен во всем мире. Представьте себе, все о нем говорят, называют улицы в честь него, скверы там, и так далее. Поэтому бедным быть абсолютно с тобой согласен. Памятники нужно делать хорошие, и все останется. Ассаламу алейкум. Всем порядочным людям. В этой жизни, в любой ситуации нужно оставаться человеком. Будьте честными с самим собой. И все у вас будет нормально. Да, ва алейкум салам шарали. Абсолютно так. По выводам некоторых аналитиков, демократы США создали все условия, чтобы РФ ляпалась в повидло, в которое она сейчас. Ну, я тебе скажу, позитрон, в определенной степени и демократы, и республиканцы, и вся Европа, не Америка, а Европа, причастны к тому, что Россия стала тем, кем она стала. Они наивно полагали, что Россия станет демократическим каким-то развитым государством, что она будет, что если в нее вбухивать деньги, она станет там завязана там экономически, и она не будет рушить эти связи. А нет, она наоборот использовала. Помните, как газом она шантажировала? Это оружие, она и у них в головах сидит вот этот нарратив, что мы у капиталистов, у буржуинов купим веревку, на которой их повесим. Ленин, по-моему, сказал, и вот на этом они как бы этому свято верили. Но, увы, ах, если бы здесь все было бы продаж, да, здесь деньги имеют значение, очень большое значение, деньги очень важны, но здесь есть и принципы, и патриотизм, и честь, и достоинство, которое на России даже не снилось. Поэтому... Да, вляпались. И по вине всего Запада, в том числе. Привет, привет. Приветствую. Валентин Романов. Обожаю чеченский акцент. Вот видите,
что кому-то мы нравимся. Вот вам не нравится кому-то, а кому-то нравится. Да и акцент даже наш нравится. Когда же будет флаг Израиля и Британии? А? Поймал ты, короче, меня, да? Но, знаешь, на самом деле я бы хотел повесить, потом думаю, опять флагами, помните, я литовский, польский, все флаги я вывешивал. Каждый, кто санкции России вводил, я их вывешивал. И потом уже как бы, а я же по идее как бы правозащитник, мне же как бы я от политики должен быть далеко, но здесь все так связано, права человека, права чеченского народа так тесно переплетены с политикой, что я вынужден заниматься этим. Поэтому я пока думаю, не буду вешать. Вот американский флаг, он замещает все флаги. Разве нет? Ну, так у меня есть, вот висит и британский флаг висит, и израильский висит у меня. А так у вас были очень интересные чат-рулетки. Да, на самом деле, Андро, мне очень нравилось. Ну, время убивает, конечно, это так много времени приходится тратить. И знаете, когда постоянно вырезать их мат, там, просить их не материться, ну, и хочется ответить, а в этом тоже какая-то своя прелесть, в этом мате. Когда там по-русски говоришь и по-русски рубишь с плеча. Но вот к сожалению, к сожалению, США и Израиль отлично работают с исламом. Я не знаю, что вы имеете в виду, но я скажу, что США и Израиль вообще меняют свой вектор отношения к мусульманским странам, арабским странам, мусульманские так, поскольку особенно это часто, ну, некоторые не очень понимающие, разбирающиеся, там на весь ислам, на всех мусульман пытаются говорить. А вот после заключения Аврамического соглашения Саудовской Аравии с другими странами, да, с Иорданией уже давным-давно неплохие отношения. Сирия теперь тоже уже будет наша, так сказать. И вот, кстати говоря, была тут одна новость интересная. Например, самый большой город, как мы знаем, в США, это Нью-Йорк. И вот в США произошли победителем на демократических праймериз в борьбе за пост мэра Нью-Йорка стал демократический социалист, мусульманин, родом из Уганды Захран Мамдани. Как мы знаем, это самый большой город, самый главный город, можно сказать, после Вашингтона. Вашингтон столица, ну, можно сказать, и Нью-Йорк тоже столица. Поэтому я могу сказать, не знаю, с каким сарказмом вы можете это говорить или нет, но США и Израиль пересматривают свои оценки. И знаете почему? Потому что арабские страны из-под контроля России уходят, они пересматривают свое отношение и к США, и к Израилю. И это очень хорошо. Хорошо. И нам нужно жить, сосуществовать, и так и будет. Никуда мы не денемся друг от друга. Понимаете? Холли Тру. Здравствуйте, здравствуйте, Холли Тру. Так, подождите. Полностью поддерживаю США и Израиль в борьбе с терроризмом. Правильно делаешь. Так, вот это мне, вот эта пропаганда ваша, она мне не интересна. Давайте вы там будете ее рассказывать.
Как думаешь, Иран останется союзником России после того, как Россия кинула его? Я думаю, если сейчас сегодняшний режим останется, они останутся. Но если там произойдет смена режима, о чем неоднократно и Натаньяху, и Трамп намекали, я думаю, тогда, конечно, нет. И это нужно, чтобы он не стал союзником, потому что, ну, это что за бред вообще? Как с Россией можно дружить? Если Иран хочет стать нормальной цивилизованной страной, ни в коем случае никаких союзников с Россией она быть не должно. Но не знаю я, не знаю. Это для меня это не очень изученная тема. Так. Да, может быть, после развала она может стать демократической, но я не знаю. Там демократии пока не пахнет. Близко даже. Дуже дякую, ВА, дуже дякую. Від України вітання. Вітаю вас, Ігор. Слава Україні! Теракты кто готовит? Британия, говорит Ралина Мигунова. Теракты готовят русские спецслужбы ФСБ. Понимаете? ФСБ и их вооруженные силы, в частности ГРУ. Очень мощная, очень аморальная, очень подлая и жестокая организация. И ФСБ, и ГРУ. Связи, деньги решают сейчас все, говорит Андрей. Ну, здесь выше был тоже вопрос, а где сейчас настоящая демократия? Ну, настоящая демократия, например, без изъянов нету ни одного режима, везде есть человеческий фактор, все такое. Например, здесь, в Германии у нас, я тебе могу сказать, настоящая демократия, самая настоящая федерация, самый настоящий федерализм. Соединенные Штаты демократия. То, что есть проблемы, есть где-то проколы, все это имеет место, конечно же. Ну а так, в принципе, если все в целом брать, то демократия же это что? Это же независимые суды. Понимаешь, самое главное, что независимый суд, свобода слова. Вот эти вещи, простые вещи, которые дают возможность для достижения, добиться истины, добиться справедливости. Даже, может быть, не всегда. Ну, хоть как-то. Вам, россиянам, это не понять. Вы не поймете. У вас нет независимых судов. С 17 года ваши все, 1917 года, ваши суды все подчиняются ВЧК, НКВД, КГБ. И все, у вас нет никаких судов. Сегодняшние суды, якобы независимые, они все назначаются, ну, Путин их назначает, но и в принципе они подчиняются ФСБ. Понимаете? Там решение суда принимают строго, как хочет ФСБ. Это всем известный факт. Понимаете?
Это отлично, Эндрю, что ты из Германии. Ну, посмотрите на Трампа, на него столько всего, никто ему ничего не может. Ну, во-первых, в этой демократии есть такой институт, как институт президентства. И этот президент имеет очень много полномочий. Понимаете? Хоть он и меняется каждые 4 года, но этот президент, он делает очень важные стратегические вещи в своей жизни. И иногда, может быть, где-то он выходит за рамки закона и конституции, и у него есть противники, и не только за границей, но и внутри страны. Поэтому он защищен. Также защищены и адвокаты, которые постоянно конфликтуют с правоохранительными органами, судебной системой и так далее. Ну, конфликтуют или противостоят им в какой-то степени. Поэтому президент должен быть защищен. Но если он совершил преступление, открытое какое-нибудь преступление, то он понесет наказание. Много было случаев, когда в демократических странах, например, во Франции, да, как его фамилия была, вот так быстро они менялись, что их фамилии уже забываешь, привлекли к ответственности. Вон Берлускони, путинский друг, тоже привлекли к ответственности. Коррупция, там какие-нибудь такие вещи, которые совершаются, за это наказывают. Ну а так, конечно, некоторые вещи на Трампа выдуманы, абсолютно выдуманы. Трамп, это, вы увидите, это величайший президент. Этот президент этот человек стал президентом, не только как личность Трамп, да, как личность он, да, он очень интересный такой, с характером, сильный человек. Помните, покушение было, как он себя повел. Это тоже о многом о человеке говорит. И в итоге сейчас, когда мир меняется, а он меняется, мир, хотим мы этого или не хотим, этот процесс уже запущен, и ничего не может это остановить уже. Только, я не знаю, конец света это может остановить. И мир поменяется, новая архитектура безопасности, новый миропорядок складывается, и он сложится. И этим лидером этого нового миропорядка будет Трамп. Он в историю вошел. Этот человек будет реально исторической личностью. Он уже историческая личность. Может нам нравится, не нравится. Там же он не все может говорить. Мы-то исходим из того, вот Трамп это сказал, вот Трамп там Украине там что-то не дает. Вот Трамп вот это сделал. И еще его противники внутри страны, которые он постоянно с ними ссорится, ругается. И конечно, снаружи, да, вся вот эта ось зла его ненавидит лютой ненавистью. Хоть и пляшут под его дудку, побаиваясь там. Не пляшут так прямо, но особо не перечат ему. Вы помните, как Медведев заднюю воткнул? Сказал, давайте я вам покажу. Это вообще был вообще прикол такой. Медведев, как обычно, набухался. И говорит, пост сделал. Ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. И Трамп такой бровь поднял. Чего? Я правда услышал, что бывший президент Медведев из России так небрежно бросается словом на букву Я, ядерное, и обещает вместе с другими странами поставлять ядерные боеголовки Ирану. Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Просто это у него один твит в социальной сети. И сразу великий Дмитрий Медведев, агент ФСБ, Дмитрий Медведев сразу пошел на попятную. Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку в отличие от Израиля является... Сейчас, я тут звук наложил. Является участницей договора о нераспространении ядерного оружия. И съехал технично Димончик, покемончик или айфончик. Понимаете? Поэтому Трампа побаиваются и правильно делают. Так, давайте я перемотаю.
давайте будем, люди, будем стараться сделать мир, говорит, покаяние спасет мир. Ну, я, в принципе, согласен. Покаяние спасет мир. Я согласен делать мир. Я за мир, абсолютно. Абсолютно я согласен. Но вы мне только одну вещь скажите. Вы будете восстанавливать полностью Украину разрушенную? Вы будете возмещать десятилетиями, ваши дети и внуки должны будут, потому что за раз это все не выплатишь. Выплачивать всем убитым, раненым, без ног, без рук, там сколько сирот осталось в Украине, в Грузии, в Сирии, в Чеченской республике Ичкерия. Вы все это будете делать, скажите мне, пожалуйста. Просто мне интересно знать. Да, на таких условиях, конечно же. А как в противном случае с вами? Все забыли, все там, ну все, давайте жить мирно, как мне тут иногда некоторые пишут. Давайте будем жить мирно. Давайте будем жить мирно. Чего ты вспоминаешь? Ты войну новую хочешь? Убили более 250 тысяч человек. И все там, всю нацию перемололи через вот фильтрационные лагеря, концлагеря, убили. Там пропагандой, обманом, запугиванием просто изгнали 300 тысяч, 400 тысяч. Нас всего 1 миллион, чуть больше сейчас может быть. Треть изгнали, четверть убили, перемололи всех, кого только возможно. Так, а что ты вспоминаешь? Мне так хочется иногда матом сказать на это. Вы что, не понимаете, что ли, чего ты вспоминаешь? Это нормально, что ли? Конечно, мы хотим мира, так мы просим об этом мира. Но вы мир хотите, русские, когда вы не можете справиться, когда вам уже пинка надавали, вот тогда вы мира хотите. А где вы были? Вот я уже 6 лет вас призываю к миру, прошу, в Украину не нападайте, не убивайте украинцев. Ну, даже 0 эмоций. Да кто такой вообще? А отвечать придется, причем всем придется отвечать. Черт побери. Куда делось? Куда делось видео? Так же не бывает. Да, я говорил, более 250 тысяч я сказал. А раньше я говорил 300 тысяч. Но я, знаешь, 300 тысяч я ссылался на то, что сказал Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров, российский гауляйтер, губернатор российский, марионетка российская. Он сказал, что 300 тысяч убито. И я как бы, опираясь, ну хоть в чем-то же можно ему доверять, опираясь на эти цифры, говорил 300 тысяч. Но наш президиум правительства, Аят Эдигов, неоднократно везде писал, говорил более 250 тысяч. И я подумал, что, конечно же, у Кадырова больше возможностей проверить точно, но и моя власть, кому я доверяю, люди, это президиум правительства, Аят Эдигов. Я подумал, если он говорит 250, а более 250, это может быть и 300 тысяч. Поэтому я буду ссылаться на свою власть, на своих людей я буду ссылаться. Потому что если это говорит Кадыров, то для какой-то цели он это сказал. Причем ни к селу, ни к городу он это сказал. Там псковских десантников замочили, и там открывался памятник, и он там ни к селу, ни к городу это все рассказал. И без ведома он бы это не сделал бы, без согласования, без разрешения. Значит, для чего это сделали? Может быть, это было сделано для того, чтобы перебить цифру, которую говорит наш президиум. Это все официальные данные, которые они приводят, у них всегда есть все подтверждено бумагами, документами, фактами. И я долго не говорил 250 тысяч, более 250 тысяч, как это говорит Аят, и говорил 300 тысяч, и везде писал 300 тысяч и так далее. Но для того, чтобы не ссылаться на россиян, если у меня есть источники нашей стороны, то я буду говорить теперь более 250 тысяч, как об этом говорит наш президиум правительства. А это может быть и около 300 тысяч, да, это
как бы особо противоречия в этом особо нет. Но ссылаться каждый раз, когда меня спрашивают, а почему ты такую цифру говоришь? Ну вот Рамзан Кадыров сказал, зачем я буду на него ссылаться, когда у меня есть наш президиум, наша законная власть, и я буду придерживаться того, что говорит наша власть. Поэтому, надеюсь, я тебе ответил. А вы так внимательные, молодцы, молодцы. Ты серьезно считаешь Трампа великим президентом? Ты серьезно? Ну, не знаю, не знаю. Украинцы его просто не переваривают. Ну, во-первых, я считаю его великим президентом великой страны. А президент это не просто личность, а это институт, как я уже сказал. И да, я очень серьезно говорю. И знаешь, его величие еще заключается в историческом времени, в котором мы сейчас находимся. Вот это время, которое может быть на 100 лет. Вот предыдущие Организации Объединенных Наций, этот мир, хотя для нас, чеченцев, мира никакого не было. Но нам геноцид был в 44 по 53, потом мы абсолютно бесправные жили и так далее, и так далее. По 57, точнее, 44 по 57. И бесправными жили. И потом нас снова уничтожали, убивали там, и так далее, и так далее. Но для мира как бы был какой-то мир. Как-то люди жили. И просуществовал, ну сколько, 70 лет просуществовал, да, этот мир. Сейчас он меняется. Сейчас он меняется. И, наверное, новый мир будет, может, 100 лет, может, 200 лет. Не знаю. Но он меняется. И вот в этот исторический момент, эпохальный момент, Трамп является лидером вот этого цивилизованного западного мира, демократического мира. Поэтому я, конечно, он великий. А то, что какие-то там украинцы, я знаю, что есть какие-то украинцы, ну, есть и нормальные украинцы, которые могут плохо относиться, которые и пропаганде подвержены и так далее. Но есть в Украине люди, которые целенаправленно делают все против Америки и ее президента. Потому что они работают на русню. Причем эти люди занимают хорошие посты, на мой взгляд, в Украине. Мы это в Чечне все проходили, видели, поэтому я не верю всем подряд украинцам. Как-то так. Воинам верю, воинов уважаю. А вот этих журналистов, разных чиновников, к ним отношусь с большой осторожностью. Если Кадыров выступит против Кремля, есть у него шанс стать народным лидером или он уже пересек все красные линии? Андро, но смотри, ты же кавказец, ты же знаешь нас. И тебе этот вопрос вообще как бы задавать некорректно.
Нет, конечно, никогда в жизни чеченцы, никогда в своей жизни чеченцы не простят ни Кадырову, ни Алаудинову, ни Даудову, ни Демирханову, ни всем этим остальным, которые, кто там у них там еще есть. Никогда мы им не простим этого. Никогда. У нас свое государство. Мы всем народом вышли, верили в это все. И очень надеялись, что мы станем свободными, что русские на нас не нападут еще до первой русско-чеченской, первой русской агрессии. И это было такое разочарование, особенно что сделал его отец Кадырова, Рамзан Ахмад. Мы не могли поверить, что это возможно. Вот мы видели с Путиным, они там все, мы думали, это договорняк у Масхадова и Кадырова, потому что Кадыров был как будто там ангел-хранитель Масхадова. Он там за него заступался, там, когда Масхадов был президентом до Второй русско-чеченской войны. Такой патриот был там, к джихаду призывал, сражаться против там российских, убивать русских как можно больше, там говорил. Никогда в жизни чеченцы не простят. Ни одного, которых вы видите. И вот эти все, которые здесь сейчас изображают из себя ичкерийцев, там разных прочеченских, они очень обходят стороной, что они с Россией. Как только ты говоришь с Россией, все, ты навсегда себя. Еще у чеченцев презумпция невиновности очень сильно работает. Мы не можем обвинять людей, которых не докопались до истины. Потому что это на века просто остается. Это имя остается, это позор остается и так далее. И они всячески пытаются выгородиться. Что вот они нет, они не взорвали. Они просто так видят. Это такой взгляд у них. У них оппозиция такая. Это предатели чеченского народа. Никогда у Кадырова нет никаких шансов. Ни у Кадырова, ни у Даудова, которого они сейчас поднимают. Это будет предательство самого чеченства. Чтобы этих людей сделать своими лидерами, своими героями и так далее. Никаких шансов у них нет. Да, можно, конечно, вот насильно, как сейчас они держат, слово сказал, родственников пытать, слово сказал, тебя, там, подлость тебе сделать, там, еще что-то, еще дискредитировать, убивать. Да, тогда будут, конечно, любой народ будет. Как говорил Наполеон, штыками можно завоевать любой народ. На штыках нельзя сидеть. Даже если сидеть, то долго нельзя на них сидеть. Поэтому даже вот этот режим, они пытаются вот брать на работу, там всем замасливать, денег давать, там какие-то там это все делать. Но мы никогда этого не забудем. Никогда эту подлость и вероломство, которое было, это все в интернете есть. У каждого убитый. Мы все помним, кого убили, кого похитили, как они унижали. И Кадыров выступил вот этим наконечником вот этого копья, которое ФСБ использовало. И они думают, что они... Я удивлен на самом деле с этих людей. Они так не уважали чеченцев, они так пренебрегли нами. Они подумали, что они могут вот так к нам отнестись, и мы это забудем. Нет, мы не забудем. У нас сейчас... Мы разрознены, то есть в подполье находимся. Мы уставшие, мы зализываем раны, растим молодежь. Но мы никогда не забудем. Никого, кто с ними сотрудничал. Они все много людей, кто сотрудничали с ними. Которые изображали из себя вчера там ярых патриотов, там строителей шариата, там еще какого-то там они там халифата строили. А оказались просто продажными собаками, которые за деньги готовы мать родную продать. Нет, конечно, никаких шансов нет у него быть лидером. Сколько чеченцев погибло в 2 войнах? В 2 последних русско-чеченских войнах погибло более 250 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия. Десятки тысяч из них это русские. Это русскоязычные наши люди, наши граждане.
И в целом, все в общем, это более 250 тысяч. Добрый вечер, привет с Украины. Добрый, витаю вас, Артур. Я-то знаю, но слышал такое мнение от некоторых, и важно было услышать ваше мнение. Спасибо. Ну, они этот план давно. Мне как-то этим вопросом, знаешь, Андро, меня удивил Саша Сотник. Как-то он брал интервью. И до этого Влад Шипицын мне, по-моему, этот вопрос задал. Есть один питерский оппозиционер. Он мне задал, а вы пойдете, если Путин, Кадыров там поднимет восстание, там 3-10? Ну, во-первых, это будет симулятор. Кадыров 100% полностью, пожизненно, из поколения, и будущими поколениями, он за КГБ. Он их слуга навечно, добровольный, еще по отцу, может быть, по деду, он их слуга. И он всегда останется таковым. Сейчас больше мы КГБшников прощать не можем. Да? Мы их должны иллюстрировать, и никому до власти близко подпускать нельзя этих людей. И иллюстрация будет над всеми. И меня тогда, это несколько лет назад было, меня Сотник удивил. Он мне в интервью говорит, по-моему, это Сотник был, или это Шипицын был. Короче говоря, тогда я услышал первый раз эту версию, потому что мне в голове даже не укладывалось, что как какой-то Кадыров может быть там туда-сюда. Может быть, знаете, сделают какую-нибудь, вот сейчас они Даудова выдвигают, он будет якобы сейчас, он там особо не выделяется, там особо там, ну что, не говорит, но он тоже себя запятнал уже вот этой всей своей деятельностью и так далее. У нас никого связанного с Россией, с русскими не будет во власти, если это будет чеченское государство. Чеченское государство. Первый раз после Первой русско-чеченской войны, уставшие уже после гибели Джохара, мы пошли на поводу у Запада, у Тима Гульдемана, которые сказали, что вот, чтобы не было резни, что вот мы должны примирение, должно быть 3-10 там, и так далее, и их как бы оставим. И вот этот Руслан Кутаев оказался так вот, кстати, недавно, я публиковал вот свой текст по этому поводу. И благодаря вот этому мы не провели, и Аслан Масхадов, который вокруг себя собрал вот эту всю российскую агентуру, практически там очень много у него оказалось российской агентуры, и он рассчитывал с Россией договориться, у него там контакты с Лебедем были, с генералом Лебедем, которого тоже грохнули. И, видимо, он надеялся, что какие-то у него там гарантии были, что там он сможет как-то получить деньги от России. Ну, короче, Аслан Масхадов совершил ужасные ошибки. Политику такого уровня, непростительные ошибки. Он сам погиб, и он в новую кровь нас вверг. Хотя, наверное, была бы и без него. Но если бы он правильно себя повел бы, заручился поддержкой у Великобритании, у США, у других стран европейских, ну, в первую очередь, у этих двух стран, возможно, мы избежали бы второй вот этой войны. Но Аслан Масхадов абсолютно дал себя обмануть и в конце концов сам погиб. К большому сожалению, не только он погиб, но и он еще на наш чеченский народ обрушил, не он, конечно, но вот его недальновидная политика. И вот его вся агентура, которая вокруг него была, она его вся сдала от Кадырова, Ахмада. Вот сейчас Руслан Кутаев здесь тоже вокруг него где-то был. И они сейчас изображают из себя там каких-то ярых сторонников, но остальные все погибли. Вот благодаря вот недальновидности Масхадова мы получили то, что получили. И вот эти агенты, они манипулировали, использовали. Масхадов надеялся, что мы с русскими договоримся. И вот могут сейчас такой же попробовать пример взять. И Масхадов, я хочу сказать, Масхадов не дал провести закон о люстрации. У нас есть закон. Парламенту он запретил. Он пришел в парламент и сказал, вы этот закон примете, представьте себе, только через мой труп, сказал Масхадов. И президент запретил. Понимаете? Вот какое
какая ошибка была совершена. На этот раз, я полагаю, я надеюсь, и меня слышат, может быть, я не доживу до этого дня, но я надеюсь, что чеченцы, это очень важно, это самое главное. Кто служил России, никто не имеет права близко к власти подходить. Близко. Все должны быть подвергнуты иллюстрации и проведены на детекторе лжи, на психофизиологическую экспертизу пройти. Это очень важно. И никаких контактов с Россией, только вот укрепленная граница, восстановление контрибуции там, или компенсации и так далее, и так далее, и так далее. Только на таких условиях мы что-то сможем сделать. Я вот так я это вижу. Кадыров смертельно болен, он уже почти ничего не решает. Да он и раньше ничего не решал, когда не был болен. Он просто мог убивать, пытать чеченцев, и вот он такой марионетка, которого использовали. Сейчас марионетка Даудов. Абсолютно такая же марионетка, как и Кадыров. Абсолютно 100%. Просто немножко, мне кажется, уже опыта набрался. И не такой тупой, как Кадыров. А так, абсолютно такая же марионетка ФСБ. И сейчас, да, они под видом, что сейчас Кадыров, Даудов, сейчас, ну, у них, как я полагаю, у них такой план. Начать какую-то там заварушку, они сейчас в Дагестане какую-то землю вернуть, Ауховский район там вернуть, там еще что-то, провокации там сделать. И потом какую-то заслугу Даудова поднять. Смотрите, вот он вернул эту землю. А эту землю одним росчерком пера можно вернуть. Это внутри России, как они говорят, правильно? Внутри России два субъекта. Если там в Москве напишут, что вот Ауховский район теперь относится к Чеченской Республике, никто не будет возражать. В Дагестане, например. Никто не будет возражать. Но это как бы... не нужно никому, да? Никто. Ну, может сейчас сделать так, что сейчас Даудов как будто там какие-то земли вернет, что-то там поможет, потом еще какую-то провокацию проведет, как это нужно ФСБ. И потом Ахмед Закаев и Магомед Даудов, они оба премьер-министра, оба фейковые, потому что ни этого оккупационного режима незаконно, нелегитимно, ни Ахмед Закаев незаконно, нелегитимен. Они вместе сядут, договорятся там, что вот они мы там братья навеки, там туда-сюда, что мы должны кровную месть там простить друг другу, что мы должны все забыть там и так далее. Потом и этот по макушку в чеченской крови. И Ахмед Закаев, и Магомед Даудов, и Маулади Удугов. Вот эти все люди по макушку в чеченской крови. Они все работают на Кремль. Все, что они делают, во вред чеченскому народу они делают. Понимаете? И им важно, чтобы мы их простили. И я их самый главный враг там, потому что я об этом рассказываю, говорю об этом. Они меня люто ненавидят все вместе. Но я выступаю от имени убитых чеченцев. Даже не за живых. Потому что живые, это пусть сами там разбираются. А я выступаю за имя убитых, в том числе русскими и ими убитых людей. Я выступаю. Поэтому они меня ненавидят. План такой есть. Власть чеченцам отдать они не собираются. Отвечать они не хотят за то, что они очень мотивированы. Они хотят избежать ответственности. У них есть такая задача. Потому что спрос будет со всех. Со всех до единого будет спрос. Так не получится, что вот мы там немножко поубивали, теперь вы нас простите и так далее. Не получится. Придется отвечать за всех. За всех, за все придется отвечать. Поэтому вот как-то так это будет развиваться. Посмотрим. А моя задача, чтобы привлекли к ответственности всех, кто убивал чеченский народ. Спасибо, Иван Тамчак. Спасибо, Украина. И вам. Почему Басаев пошел на Дагестан? Тем самым дал повод России начать вторую войну.
Ну, не совсем, Нешер 13, не совсем вы правы. Знаете почему? Потому что, когда Басаев провел спасательную операцию по вызволению дагестанских женщин, детей, которых Степашин, русские окружили и уничтожали, у него был договор, да, его втянули. Мне тоже кажется, не нужно было этого делать, я это много раз говорил. Но с другой стороны, если вот эти мальчики и девочки, и женщины, и старики, которых они спасли, сейчас передо мной сидели бы, я бы не смог бы им сказать, не нужно было идти. Потому что они людей спасали. Это была спасательная операция. До того, как Шамиль Басаев туда пошел с добровольцами, Шамиль Басаев был рядовой человек, как Гиркин, Игорь Гиркин, который пошел в Крым, потом в Донецк, Луганскую область. Это были рядовые люди, это не является казусом белли. Но так как Россия это мощная, сильная ядерная держава с правом вето в ООН, постоянный член Совета Безопасности, с очень мощной возможностью, с агентурой и внутри, и за границей нашей страны. Поэтому, конечно, этого не нужно было делать. Нужно было не идти, что вот мне можно, поэтому я пойду. По закону, международному праву мне можно, я пойду. Но нужно учитывать один момент. Когда Басаев провел эту спасательную операцию, освободил этих людей, до этого русские уже зашли на нашу территорию, убили наших пограничников, грабили наших приграничные села, заезжали на БТРах, все это проводилось. Нарушение договора о мире русские уже совершили. И важно, что от Запада нужна была отмашка, что вот Запад должен был сказать, да, вот, ну да, можете их уничтожать. Просто мы не будем особо возражать. Просто. Или мы сделаем вид, что не заметим. Так Запад обычно делает, когда ему невыгодно. Или когда другое что-то выторговывает, например, Югославию, там вопрос решается, или ядерным оружием вопрос решается, тогда делают вид, что ну ладно, мы это не замечаем. Такое высокомерие, такое циничное, вот реал-политик, вот это преступное, я бы даже сказал. Да? Но здесь вот эта спасательная операция Басаева, она не послужила казусом белли и поводом к войне для вторжения российской банд-армии на территорию Чеченской Республики Ичкерия. И вот почему я так считаю. Потому что были взорваны дома в России. Это произошло позже. Первый дом взорван был в Буйнакске, это чтобы связать с Басаевым. Там некоторые карачаевцы были замешаны, которые тоже в темную, вероятно, использовались. И затем Волгодонский дом был, в Буйнакске взрывали ГРУшники, военные, российские военные взрывали эти дома. Потом 2 дома взорвали в Москве, потом дом в Волгодонске, там были карачаевцы замешаны в этом взрыве этого дома. И в темную, которую использовали, 2 дома взорвали в Москве, там никого не поймали, тоже говорили эти карачаевцы, но скорее всего это просто ФСБ было. И в Рязани при попытке подрыва 5-го дома были задержаны ФСБшники. 2 мужчин и 1 женщина. И один очень похож на этого Игоря Гиркина, который также провоцировал войну уже в Украине, против Украины. Фитиль войны поджег он, говорил. Помните? Вот фитиль войны против чеченского народа подожгли вот эти взрывы домов. И вот тогда Запад, а Волгодонский дом находится в 16, взорванный дом Волгодонский, находится в 16 километрах от атомной электростанции. Самой большой российской атомной электростанции, находящейся ближе всего к Европе. И для Европы это, ну, здесь ведь своя агентура, здесь свои купленные, здесь свои полезные идиоты. И вот для Европы это было отмашкой. Все, это угроза, исламские и чеченские террористы сейчас угрожают взорвать атомную электростанцию, в 16 километрах уже дом взорвали. И вот это все, это очень такая хитрая, спланированная операция была, которая прокололась, потому что Господь есть, Бог Всевышний есть, Он все видит. И он с поличными дал и спас этих людей в Рязани. И поймал с поличными Патрушева, который вышел и сказал, что это были учения. Никакой взрывчатки не было, а был сахар. Поэтому, ну такая вот история. Но я скажу, что было бы неправильно, если бы мы
все как бы валили только на русских, на Россию, на ФСБ, и сами мы не виноваты. Я только что критиковал Масхадова, как вы слышали, который погиб, искупил кровью, так сказать, не сбежал, не сдался, там, как положено, мужчина, как был, так и остался. Просто был недальновидным, неопытным и дал себя обмануть политикам. Точно так же вот это действие Басаева тоже я не считаю, оно было правильным. Хотя, опять же, это двоякие чувства, и территории уже русские зашли, и людей убивают там и так далее. И может быть, благодаря тому, что Басаев пошел спасать вот этих женщин, детей в Чабан-Махи и Карамахи, Дагестане, российская провинция, может, благодаря этому дагестанцы, некоторые дагестанцы сражались и помогали чеченцам. Может быть, благодаря этому какая-то польза была. А то, что война под любым предлогом, вероятно, что она у нас снова началась, это было уже очевидно. Это было просто уже, ну, как бы, ну, скрывать это, ну, невозможно. Россия все делает днем и ночью. Я тогда учился в Санкт-Петербурге, я помню, днем и чеченский след, чеченский бандит, чеченский террорист. Это все такая пропаганда, накрутка шла днем и ночью, днем и ночью. Ну и было понятно, что нас будут уничтожать. Это было уже очевидно. Было просто неизбежно это было. И поэтому, ну, если бы Масхадов повел бы себя как правильный политик, там, когда полетел в Америку, пошел бы полностью на контакт с американцами, предложил бы им любые условия. Хотя Америка нас считала частью России. С Великобританией, если он его тоже в королеву принимала, там Британия его принимала на самом высоком уровне, если бы он с ними договорился бы, если полетел бы он в Израиль и с евреями договорился бы, прилетел бы во Францию, с ними договорился бы, заручился бы сильными поддержками сильного мира сего, а не пытался там с Россией заигрывать, с арабскими странами, которые из себя ничего не представляют, и плюс еще являются пособниками России, вот из Советского Союза, эти многие арабские страны, то может быть что-то изменилось бы, может быть что-то изменилось бы. Но история не терпит сослагательного наклонения, и все, ну, как есть, так есть. То случилось, то случилось. Как-то так. Обязательно Баванетка. Но я просто имею в виду, что чеченцы, которые меня смотрят, что даже если я не доживу, я же обычный человек, мы же все смертны, должны знать, что никакой Ичкерии, никакого свободного чеченского государства, если мы оставим вот этих предателей, которые сотрудничали с Россией, с русскими, во время активного геноцида чеченского народа, то грош цена и этой стране, и этой Ичкерии, и всему остальному. Поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах это мы принять не сможем. Салам алейкум, приветствую от лица черкесов. Мне приятно слушать вашу позицию, она мне очень близка. Ва алейк салам, брат черкес. Спасибо большое за поддержку. Так, Эд, салам всем свободным людям. Салам, брат Асан. Салам, шалом алейкум, брат Эд. Я почему-то уверен, Ичкерия будет деоккупирована и народ вздохнет свободно. Дай Бог, дай Бог. Этим и живем. Я думаю, Эд, я с тобой согласен. Круц уходит в бан. Все, Эд, уже все, нету больше его.
В Беслане освобождали кого? Да я много раз рассказывал. Вы тут одно и то же повторяете и говорите. В Беслане, после того, как вы убили 42 тысячи наших детей, туда зашли кавказские добровольцы и потребовали просто не убивать нас. Ни одного ребенка они там не убили, ни одну женщину они там не убили. Они просто требовали не убивать нас, понимаете? Мать вашу, просто хочется матом ругаться на вас. Вы такие аморальные твари, я вам скажу. Когда вы говорите про Беслана, вы забываете, что вы 42 тысячи убили уже в Чечне этих детей. А еще более 250 тысяч всех граждан наших убили. И вы такие мрази, просто вы задаете вопрос, а вот это что? Вы кто такие вообще, чтобы что-то говорить? Давайте просто, чтобы без эмоций сказать, Европейский суд по правам человека вынес виновность гибели людей в школе Беслане, виновата Россия, правительство России. Матери Беслана, так называемая организация Матери Беслана, они вышли в плакат, в майках «Путин палач Беслана». Все, этого вам достаточно. Ну вот ваши вот эти вопросы, а что он там делал, а что он там делал. Так война шла, мать вашу. Вы весь нашу республику в концлагерь превратили, которым немецкие концлагеря показались бы пионерскими лагерями. Понимаете, что вы там вытворяли? Понимаете? Вот и все. Ассаламу алейкум, Асан. То, чего вы говорите, простые люди не поймут. Мозги промыли им всем. Валейкум голос разума. Но кто-то же должен это говорить. Валейкум Абу-Бакр. Где русский мир, там войны. Совершенно верно. Друзья, мы уже более 1,5 часа в эфире. Я думаю, на этом наш стрим сегодня закончится. Заканчиваю я смотрю, нас опять задвигают в темный бан. Но ничего. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия, ночи, ам динду, ам Израиль хай. Слава Украине, God bless Америка, Вива Грузия, живе Беларусь и все остальное. Кого забыл, не обессудьте. Всего самого хорошего. Адикюэль маш ойль. Я могу объяснить, почему его в бан называть весь народ нехорошими словами, достоин в бан, говорит Эд про вот этого Круца, да. Всего хорошего, друзья. Адикюэль маш ойль. До свидания.